Инфекции, погода или насекомые-вредители – эти факторы нередко становятся причиной гибели посевов. Самое эффективное решение – вовремя выявить источник заражения, чтобы на полях вырастал только качественный урожай, а не сорняки. Вначале зерно взвешивают и отправляют в 2 емкости. Чисто целые семена, не битые, мы их в основное относим к семенам основной культуры. Вот. То, что встречаются, допустим, сорняки, мы их выделяем. Это будет у нас отход. Вот это битые. Быть урожаю или не быть, отделив зерна от плевел, семена проверяют на влажность и всхожесть, а после очистки проводится уже полный анализ. Масса у нас 10 грамм данной навески. Из нее мы вычитаем то, что у нас в отход пошло, там 0,50, допустим, грамм, 0,30 грамм, смотря тоже в зависимости от культуры. Мы делаем высев, высеваем песок, набиваем 2 растильные у нас специальные для высева семян. Песком набиваем, смачиваем этот песок согласно ГОСТа и высеваем. Но лен мы высеваем на фильтровальную бумагу в чашке Петри. На все про все уходит от 3 до 7 дней. Уменьшить количество вредных объектов, правильно подобрать препараты, улучшить качество зерна, а значит повысить урожайность. Влажность определяем. У нас идет воздушно-тепловая установка, на которой мы проверяем влажность. Значит, разница между до высушивания и после высушивания, между ними разница, с нее мы определяем влажность, какая же находится в данном образце. Вот. И со второй навески мы также выделяем отход, частоту определяем и массу тысяч семян. Вот. Масса тысяч семян она необходима для расчета нормы. После того, как исследования закончены, фермерским хозяйствам даются необходимые рекомендации, как получить хороший урожай. На сегодняшний день региональным Россельхозцентром уже проверено около 6000 тонн яровых семян. На посевные качества, да, овес идет, яровой ячмень. Это вот сейчас они уже почти закончили хозяйство, высев. Дальше пойдет подсолнечник, кукуруза. Вот лен мы привезли у нас с Алханчурского. Также на всхожесть мы проверяем его. Какая всхожесть? Схожесть 98. Лен у нас 100% схожесть была. А вот других семена 98, 92, 94. Так вот между ними. Сев яровых культур продолжится до середины мая. Лаборатория будет работать все это время. Каким будет урожай ингушских аграриев в этом году, покажет время. Главное прислушиваться и следовать рекомендациям специалистов. Тамара Хашагульгова, Сулейман Костоев, Магаз 24.